так вот. Это дает сигнал ласточки, что команда готова сдать свой ответ. И вот специально обученные люди, ласточки, ранфоринхи, сокол Вентуса у нас тут есть, по-моему, вот, они подходят к вам и этот ответ забирают и сдают к нам в игровое жюри. На все про все, на написание ответа и сдачу его ласточки у вас есть не более 10 секунд. Старайтесь уложиться в это время, потому что ответы, сданные позже, мы, к сожалению, не сможем принять, потому что это нарушение регламента, и вы получаете некое преимущество по отношению к другим командам. Теперь два момента, которые встречаются, ошибки, которые встречаются даже у очень опытных команд. Первая ошибка называется двойной, тройной и так далее ответ. Некоторые, особенно начинающие команды, очень любят дать двойные ответы. Ну, допустим, в вопросе звучит, что есть некий великий русский поэт, погибший на дуэли в XIX веке. Вот сходу можно назвать двух таких поэтов, Пушкин или Лермонтов. В вопросе обязательно должна быть какая-то отсечка, которая позволяет один ответ отсечь от другого. Но, допустим, команда не поняла этой отсечки или не услышала ее. И капитан, недолго думая, пишет Пушкин в скобках Лермонтов, да, или там через запятую, или вспоминает всех великих русских поэтов, погибших в XIX веке. Так вот, такой ответ, он заранее неверный. Если мы видим на бланке два ответа, мы считаем, что сдан неправильный ответ, и, к сожалению, мы принять не можем. Вторая ошибка, встречающаяся даже на чемпионатах мира, по что где-то на чемпионатах России, это неудержание формы вопроса. Как правило, команды обсуждают очень бурно и эмоционально вопросы. И часто бывает ситуация, что ко времени, когда им надо написать ответ, они не помнят, о чем их спросили в начале. И получаются ответы типа, какого цвета снесла курочка ряба яичко, получаются ответы круглые там, и так далее. Вот. Для того, чтобы избежать этой ситуации, в опытных командах есть специальный человек, который на профессиональном жаргоне называется незапуткой. Он отвечает в команде за удержание формы вопроса. И перед тем, как писать ответ, капитан его спрашивает, что? Ответ ведь может быть, ответьте тремя словами, да, какого цвета, назовите его. Вот именно ответ на этот вопрос должен быть отражен на вашем бланке. Итак, но ближе к перерыву я расскажу о том, что делать, если вам кажется, что вы сдали правильный ответ, а вам его не засчитали. А сейчас, давайте уже времени много, перейдем непосредственно к вопросной части. Да, еще к вопросной части мы пока не перейдем, потому что сейчас будет очень важная процедура. Нумерация команд. На бланке для ответа, помимо вашего ответа, обязательно должен быть написан ваш номер. Вас больше 50. Чтобы жюри было удобно обрабатывать, не надо писать название на бланке, вы просто пишите номер. Эти номера вам сейчас и сообщат. Уважаемая команда, добрый день. Меня зовут Александр Митряков. Я сегодня исполняю функции председателя игрового жюри. Соответственно, все технические огрехи, которые в ходе нашей игры могут произойти, правильно решать именно со мной. Итак, название, номера команд, капитаны. Послушайте, пожалуйста, внимательно, если какая-то из команд не знает своего номера или его забыла, потеряла, самое время, в общем, решить эту проблему. Сегодня с нами играет команда номер 1, 6 класс, капитан Михаил Максачев. Номер 2, Хабину с папом, капитан Дмитрий Стрелков. Номер 3, Воришки Меда, Кирилл Балонкин. Номер 4, Крабикум, капитан Алексей Темников. Номер 6, Журфакт, капитан Владимир Байметов. 7, сборная Смоткинской Сарапула, Игорь Юхнин. Номер 8, команда Блинком, Алексей Воеводин. Номер 9, Купание Красного Полусладкого, Артем Пермяков. Номер 10, команда Дюна, Денис Белобородов. Номер 11, команда НПО Компьютер, капитан Рафаэль Изатуллин. Номер 12, Зата, капитан Дарья Мерзлякова. 13, мимо проходили Олег Васильев. 14, команда Сатисфакция, Сергей Комлев. Номер 16, команда П-регион, капитан Константин Попков. Номер 17, Прости, прощай, капитан Михаил Кротиков. Номер 18, команда Огонь, Дмитрий Тарасов. Номер 20, команда 3551, Елена Касаткина. 21, Тревожные мысли, Илья Свалидов. 22, ТНТ Новый регион, Елена Боброва. 23, Крылья, Иван Месяцев. 24, Мачу Пикчу, Илья Зимин.
25. Команда «Найди», капитан Ксения Казанцева. 26. «Техновек», Алексей Филиппов. 27. Команда «Б-регион-2», капитан Михаил Якубчихин. Номер 28. Команда «Друзья», капитан Анна Перевозчикова с большой «Я» на конце. Номер 29. «Алгоритм Пинк Флойда», Наталья Гребнева. Номер 30. Команда «Ижавта», Ольга Тельнова. 31. Команда Александра Уткина. 32. «Вектор», капитан Евгений Перевозчиков. 33. Команда «Друзья», еще одна команда «Друзья», капитан Мария Загребина. Номер 34. «Параллелепипед», Игорь Глазырин. 36. «ОЛМ», Сергей Парфимович. 37. «Знатоки Белкама», Александр Кривилев. 39. «Ростелеком Удмуртия», Рейш Перлик. 40. «Первый раз», Жанна Широких. 41. «Пиком», Тимур Гарипов. 42. «Мысли вслух», Ольга Касаткина. 43. «Тим», Анастасия Караваева. 44. «Натус Винцеры», Дарья Петрова. Команда номер 46 представляет молодежный парламент города Воткинска, капитан Иран Газимзянов. 47. «Островок», Марина Курбатова. 48. Команда 60 секунд, капитан Рустем Юсупов. 49. «Лыбаки и улыбки», Петр Дойников. 51. Команда «Пенсионеры», капитан Константин Карепанов. 52. «Дозор МО», капитан Глеб Сазонов. 53. «Дозор Shadow Knight», Станислав Лосенко. 54. Команда «Эврика», Алексей Синтиков. 55. «Под крылом», Анна Бельтикова. 56. «Свободная касса», Николай Ларин. 57. «ЯУПРД», Алексей Девятов. 58. «Солянка», Роман Гомозов. 59. ВЛ-12, Владимир Лянзин. 60. Команда «Тупо молчит», Даниил Маньков. Уважаемые команды, есть ли в зале хотя бы одна команда, которая себя не обнаружила? Если есть, то самое время, в общем, об этом нам рассказать. Есть ли в зале хотя бы одна команда, у которой нет маленьких квадратных бумажек, которые представляют себя бланкой для ответов? Тоже самое время одному человеку от команды в этой ситуации к нам подойти и их забрать. Если нет, в таком случае я передаю микрофон Михаилу Вестрину и, наверное, время начинать. Еще раз, так, уважаемые команды, и последнее уточнение. Вам объясняли значение вот этого маленького листочка бланка сверки, да? Не объясняю, а мы выдавали бланки сверки? Да. Значит, вот у вас у каждой команды, помимо пачки бланков, есть такой листочек длинный с нумерацией. Он сделан для того, чтобы облегчить восстановление справедливости на случай, если жюри допустит техническую ошибку. Если вы считаете, что вы взяли вопрос, который прозвучал, вы напротив соответствующего вопроса ставьте плюсик, если не взяли, ставьте минус. И тогда, если вам скажут, что вы взяли 23 вопроса из 24, а вы на самом деле взяли 24, вы подойдете и покажете нам, где вы считаете, что у вас расхождение с данными технического жюри, игрового жюри. Значит, первая сверка проходит после перерыва, то есть 12 вопросов, перерыв, вот уточняем, и остальные 12 вопросов, и тоже можно уточнить эти данные. Да, подходить можно только в том случае, если оглашенные данные разошлись с вашими. Если все в порядке, никуда подходить не надо. Итак, мы переходим к нашей игре. Ласточки, помашите еще, пожалуйста, руками. Вот эти замечательные люди, которые помогут нам сегодня вести. Чтобы новички немножко вошли в ритм игры, а старички, профессионалы запаса вспомнили, как это играется, у нас будет нулевой вопрос. Нулевого бланка у вас нет, сдавать вам ничего не надо, вы просто попробуйте поиграть, услышать друг друга и понять, что такое вопрос, что где, когда. Итак, вопрос номер 0. Не знаем, было ли 1 августа 2012 года в Лондоне дождь и скверно, но название статьи на сайте «Коммерсанта» о том, что российская сборная осталась без медалей в личном многоборье в гимнастике, почти дословно воспроизводит строчку из песни популярного в 80-х годах квартета. Назовите последнее слово в названии статьи. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Мы не пишем ничего, потому что у вас нет соответствующего бланка. Просто слушаем правильный ответ. Слушаем мы этот ответ в буквальном смысле слова. Ну, собственно, достаточно, да? Привет, сегодня «Дождь и скверно», известная песня квартета «Секрет». Ключевыми словами было указание на то, что «Дождь и скверно». Многие, я думаю, узнали цитату и взяли этот вопрос легко. Дальше я не обещаю, что будет так легко, но надеюсь, что будет не менее интересно. Итак, вопрос номер 1 и сразу раздача у нас. По 2 раздачи на команду. У меня большая просьба, классики раздачи белым листом вверх, чтобы те, до кого еще не дошли, не имели преимущества. Значит, да, у кого еще нет раздачи, руку вверх держим. Так, у нас еще... Ласточки с раздачами у нас есть еще? Так, соберите вторые. Так, еще там, однако, 2 команды, да? Ну не бойтесь, вы, те, кто больше ждал, вы ничего не потеряли. Еще одна команда в правом дальнем углу. Ром, забери. Итак, у всех есть команды, которые не охвачены, нет таких команд. Но... Итак, не так давно на сайте русского репортера появилась новость. Парламент Испании принял в 3-м чтении закон, запрещающий туканам подниматься над землей выше 55 сантиметров на всей территории королевства. Закон вступит в силу после того, как его подпишет король Хуан Карлос. Однако уже сейчас технические ограничения доведены до всех мест обитания испанских туканов. И местные власти активно готовятся к введению жестких мер контроля за полетами этих странных и враждебных человеку птиц. Внимание, вопрос. Назовите дату выхода этой новости. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, если ласточка не успела подойти, вы должны на этот момент держать руку вверху. Так, все сдали, кто хотели. Да, большая просьба. Даже если вам кажется, что вы не знаете правильный ответ,
не экономьте бланки, сдавайте нам пустой бланк или бланк с прочерком. Помимо того, что это помогает нам считать, да, не потеряли ли мы кого-то из команд, иногда это бывает правильным ответом. Итак, правильный ответ на вопрос номер 1, но сообщение появилось недавно, выглядит оно слегка таким неадекватным, и такие новости, как правило, появляются 1 апреля. Правильный ответ — это 1 апреля. До ограничения жизни буканов еще не дошло. Итак, вопрос номер 2. На территории Афонского монастыря запрещено появляться любым существам женского пола, в том числе и животным. Исключение сделано только для первых ради получения вторых, которые необходимы местным иконописцам. В каком порядке возникли первые и вторые — тема долгого спора. Поэтому назовите их в любом порядке. Время. Осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все сдали. Уважаемые команды, хочу обратить ваше внимание, что сдавая ответ на 10-й или 20-й секунде, вы лишаете себя удовольствия пообсуждать даже, казалось бы, очевидный вопрос целую минуту. Действительно, у нас турнир для средней легкости, так скажем, да, и мы поэтому делаем разные вопросы, где-то посложнее, где-то потруднее. И иногда очевидный ответ может оказаться неправильным. Даже если вам кажется, что вы уже абсолютно точно раскрутили вопрос, напишите его на бланке и поищите еще версии. Потому что если вы на 10-й секунде придумали хороший ответ и сдали его, а на 40-й к вам пришел гениальный правильный ответ, то никто вам бланк уже из игрового жюри не вернет. Поэтому старайтесь сдерживать свои порывы. Итак, на 3-й вопрос у нас тоже раздача. Господи, конечно. Мы так быстро раздавали, что я думаю, у вас не было проблем. Правильный ответ — это курицы и яйца. Для иконописи нужен яичный желток, но, в общем, с курами пришлось примириться. Итак, раздаем. Давайте поинтенсивнее, пожалуйста. А я напомню, что несмотря на то, что наш партнер Ростелеком обеспечил всех бесплатным Wi-Fi, пользоваться им, равно любыми подсказками, любыми справочными источниками во время игры категорически запрещено. Если мы заметим это, мы, к сожалению, вынуждены будем дисквалифицировать команду. Вот дальняя команда еще, вот туда следует, вот туда. Так, все, у всех есть, но опять же, по раздаче, по-моему, это не берется, поэтому никто не огорчен. Итак, на раздаче вы видите клавиатуру, специально предназначенную для них, а также
две различные таблицы для людей, которые в силу жизненных обстоятельств или по долгу профессии вынуждены общаться с ними. Назовите их. Время. Осталось 10 секунд. Время не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну, мы успели забрать. Итак, правильный ответ на вопрос номер 3. Они, это люди, как известно, но я не знаю, насколько это достоверно, славятся неразборчивым почерком. Это врачи. Это специальные таблицы для пациентов и фармацевтов, чтобы хотя бы немного перевести рецепт с врачебного на русский, да, то есть на общепринятый. Итак, вопрос номер 4. Всеобщая история, обработанная сатириконом, рассказывает, что в эпоху правления одного короля было так жарко, что все финансы у министра финансов испарились, и он даже получил в конце концов настоящий пропуск, удар. Мы не спрашиваем, какой именно удар, а какой король тогда правил. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опять же, напоминаю командам о том, что нужно обязательно сдавать свой бланк с любым ответом. Желательно писать его разборчивым почерком, да, о чем просил предыдущий вопрос. И вот среди
достаточно забавных ответов на этот вопрос. Высказано предположение, что вот эта печатная машинка специально создана для дельфинов. Вот. Хочу напомнить, что среди множества призов у нас есть приз за лучший неправильный ответ. Так что, да, специально за него бороться бесполезно, потому что лучшим неправильным ответом всегда является плод напряженных раздумий за минуту какой-нибудь команды, которая отвечает на полном серьезе. Итак, а правильный ответ на вопрос номер 4 – это король солнца или Людовик XIV. Ну, удар, соответственно, солнечный, да, как не трудно догадаться. Итак, вопрос номер 5. Пианист Фредерик Шопен считал, что негромкий звук позволяет раскрыть больше возможностей инструмента. Поэтому противники предлагали ему изготовить специальный инструмент, как они выражались, без первой половины. Ответьте 5 буквами, как должен был называться этот инструмент. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто ходили, ответы сдали. Правильный ответ на вопрос номер 5 – это пиано. Ну, то есть музыкальный инструмент форте-пиано, то есть быстро-медленно, вот ему предлагали, чтобы было только медленно. Я перепутал, ну неважно, команды поняли. Подожди, а форте? Форте громко, а пиано тихо, да. Я больше по административной работе в клубе, так что... Хорошо, вопрос номер 6. 3 жены из 9 были актрисами. Кроме них, женами были баскетболистка, научный сотрудник, лингвист, политолог. Родом они были с разных мест, даже из Латвии, так как местные девушки наотрез отказались. Так как многим женщинам нужно было срочно возвращаться на работу, то эпизодически отсутствующих жен заменяли солдаты. Внимание, вопрос, а чьи это были жены? Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим руки. Вот у нас юные ласточки. А вот работает все. Отлично. Правильный ответ на вопрос номер 6. Это были жены известного киногероя из кинофильма. У меня немножко клинит. Какое же? «Белое солнце пустыни». Правильный ответ — это Абдулла, Шерова Абдуллы и Кафи Кавсадзе, собственно, артиста, который сыграл. Я думаю, ответов Кафи Кавсадзе не очень много. Вопрос номер 7. Вопрос номер 7. Вопрос номер 7 у нас с раздачей. Давайте. Коммуникируйте, у кого еще нет. Вот дальний ряд. Вот. Да. Итак, вопрос номер 7. Подпись к этой юмористической картинке сообщает нам, что это происходит на границе этих государств. Назовите оба государства. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, ну вот правильный ответ на этот вопрос является название стран Россия и Китай. На русско-китайской границе, которая идет по Амуру, как раз такая парадоксальная ситуация. С нашей стороны там очень мало густонаселенная, а с китайской, наоборот, очень высокая плотность населения. У меня вот есть смелое предположение, что слева плавает Путин, но не знаю, это ничем не подтверждено. Вопрос номер 8. В 1953 году, после ареста Лаврентия Берии, одна из статей большой советской энциклопедии
посвященная географическому объекту площадью более 2 миллионов километров, увеличилась в несколько раз. Назовите этот географический объект. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так. Какие у нас есть географические объекты? У нас разные географические объекты. Правильным ответом на вопрос номер 8 является ответ Беринговое море. К моменту ареста маршала Берии Большая советская энциклопедия на букву «П» уже вышла в свет. Соответственно, в библиотеки и прочие места поступило указание изъять эту статью, а чтобы сохранить нумерацию страниц, ее заменили соответствующим объемом статьи про Беринговое море, и еще там появилась статья про философа Беркли Джорджа. Вот такие были реалии в то время. Итак. Нет, просто пролив не засчитываем. Нет, Берингов пролив, по-моему, да, у него не 2 миллиона километров площадь, поэтому... В общем, у вас будет возможность апеллировать, так что подумайте. Итак, кстати, хорошая новость, у нас уже все команды дали хотя бы по одному правильному ответу, то есть не зря пришли, думали, что успели. Вопрос номер 9. По мнению языковеда Шишкова, это слово, имеющее сходное звучание во всех европейских языках, пришло туда из славянского. Правда, с заменой одной буквы, которой не было ни у греков, ни у латинцев. Изначально же в славянском оно образовалось от словосочетания «ничего не видно», «нет глаз». Внимание, вопрос. Какое же это слово?
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, все ко всем подошли, все сдали. Итак, правильный ответ на вопрос номер 9 – это слово «ночь». Оно образуется от сокращения словосочетания «неуч», то есть «не очень, ничего не видно». Ну а «че» заменилось на букву «х», потому что нет в латыни. Итак, вопрос номер 10. Итак, шутка. Американские дети, приглашенные на этот праздник, посидели от страха, когда погас свет, и русские дети начали вызывать угрюмого мертвеца. Мы не спрашиваем, кого на самом деле звали русские дети. Назовите праздник. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все сдали. Правильный ответ на вопрос номер 10 – это Новый год. Елка будет тоже зачетом, ну иногда так называют, звали Деда Мороза, американские дети услышали Дед Мороз. Так, ну с английским у меня тоже будет. Да? Вопрос номер 11. Как упоминал композитор Григорий Гладков, мультфильм имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник. Потом визуальную концепцию главного персонажа пришлось доработать, впрочем, как и название. Но главный герой так и остался глуповатым, хитрым, ленивым и косноязычным. Внимание, вопрос. А какова его главная цель в мультфильме? Время. Осталось
Осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну вот команда успела поднять руку, заберите у нас. Так. Правильный ответ на этот вопрос. Главной целью этого мужика с присказкой «маловато будет» была принести из леса елку. Мужик с елкой пошел. Это мультфильм «Падал прошлогодний снег». Вопрос номер 12 у нас с раздачей. Уважаемые власти, очень быстро по одной вот этой, да. И в разные концы, пожалуйста, улетите, чтобы всем. Давайте, пока вам раздают, я вас немножко поразвлекаю рассказом о том, что будет в перерыве. В перерыве вам огласят ваш результат после 12 вопросов. Вы, если вы удовлетворены этими результатами, в смысле они совпадают с тем, что есть у вас на бланках сверки, а всем донесли, поэтому я вам расскажу, нет, не всем, не всем. Ну, то есть я вам расскажу после, что будет в перерыве. Вопрос номер 12, раздача. В одном из высказываний это просто искусство отдыхать заранее. А на предложенном вам рисунке это забор. Назовите это словом из 4 букв. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все, кто хотели и могли, сдали ответы. А правильный ответ я вам буду пока вас буду учить, потому что жюри должно обработать результаты. Так вот, я вернусь к своему рассказу. Да. Вернусь к своему рассказу о том, что вы можете делать в перерыве. Итак, если ваш результат совпал с тем, что огласило игровое жюри, и вы не хотите оспорить ни один из ответов, вы можете спокойно в перерыве пойти в наш буфет, сходить еще куда-нибудь, прогуляться, пообщаться, немножко размяться. Если вы полны негодованием по поводу незачета какого-то вашего ответа, или считаете, что какой-то вопрос вообще не имеет под собой достоверной фактической основы, то есть в нем есть такие сведения, которые помешали взять вам этот вопрос, вы можете написать апелляцию. Апелляции бывают на двух видов.
на снятие вопроса, это если вам кажется, что вы можете доказать, что он некорректен фактически, причем эти ошибки помешали вам взять, либо на зачет своего ответа как дуального. То есть, допустим, вы написали Пушкина, правильный ответ Лермонтов, а вопрос был, кто убит, погиб на дуэли в 19 веке. Это действительно дуальный ответ, здесь это можно апеллировать. Вот. Во избежание потока совершенно непонятных и немысленных апелляций, есть такая штука, как залог. Залог на апелляцию по зачету стоит 100 рублей, на апелляцию по снятию 200. Эти замечательные купюры передаются вместе с бланком апелляции заполненным, бланки можно будет взять в жюри. И, значит, если ваша апелляция отклонена, значит, вы материально поддержали идущих. Если апелляция принята, то ответ засчитывается, причем он засчитывается всем командам, давшим аналогичный ответ. А если апелляция, если она отклонена, то денег вы назад не получите. Апелляционное жюри у нас очень уважаемое, состоит оно из организаторов. Мы правильно готовы, да? А правильным ответом на вопрос номер 12 является слово из 4 букв, но отнюдь не СССР, как некая команда написала, а слово «лень». Именно лень отделяет этого человека, по мысли автор картинки, от светлой красивой жизни. Итак, сейчас будут оглашены результаты после 12 туров. Вопросы, конечно. Уважаемые команды, после 12 предварительный итог, если у кого-то что-то не совпадает, один человек от команды с бланком сверки подходит, мы решаем все наши проблемы. Значит, прежде чем буду озвучивать результат, хотелось бы сразу оговориться, что касается Берингового пролива, пока игра жюри его не зачитывала, в вопросе есть достаточно четкая отсечка в виде площади, и нетрудно посчитать 2 миллиона квадратных километров, 2000 на 1000 как минимум. Если есть желание, можете попробовать его проапеллировать. Далее. По 4 у команд «Мысли вслух» и «Дозор Shadow Knight». По 6 команды «Крабикум», сборная Воткинской Сарапула 35-51 и «Жавта», «Друзья 2», «Знатоки Белкама», команда молодежного парламента Воткинска, «Пенсионеры», «Солянка», ВЛ-12. По 7 команды «Воришки Меда», «Сатисфакция», «Б-регион», «Прости, прощай», «Огонь», ТНТ «Новый регион», «Найди», «Б-регион 2», команда Александра Уткина, ОЛМ, «Натус Винцеры», «Дозор ДНО». И все. По 8 правильных ответов у команд «Журфакт», «Блинком», «Техновек», «Друзья» Анна Перевозчикова, «Алгоритм Бенфлойда», «Параллелепипед», «В первый раз», «Эврика», «Яупрт». По 9 команд «Купание Красного Сладкого», «Дюна», «НПО Компьютер», «Затак», «Мимо проходили», «Тревожные мысли», «Крылья», «Вектор», «Ростелеком Удмуртия», «Тим», «Островок», «Свободная касса». По 10 правильных ответов у команд 6 класс «Мачу-Пикчу», «Пиком», «60 секунд», «Лыбаки и улыбки» и «Тупо молчим». Лидируют с 11 правильными ответами команды «Хабанус Папа», капитан Дмитрий Стрелков, и команда «Под крылом», капитан Анна Бельтикова. Если есть место и кофты, один человек команды со сверкой подходит к нам, мы решаем все наши проблемы. Уважаемые команды, в перерыве вам на стол ласточки принесут небольшие анкеты на ваше усмотрение. Если вы решите заполнить, нам будет очень приятно и полезно. Если вы решите заполнить и подписать свой план, вы примете участие в небольшой лотерее среди ответивших. Да, и хочу отметить еще. Значит, для тех, кто хочет подать апелляцию, у нас есть ноутбук с интернетом. Если вам нужно уточнить какой-то факт, чтобы аргументировать свой ответ, подходите ко мне, я вас посажу за технику. Запрет на пользование интернетом в перерыве не действует. Переписывайтесь, звоните, уточняйте, делайте все, что хотите.
перерыв у нас примерно 10 минут, мы немножко из графика выходим, все хотят успеть на тотальный деталь, как я понимаю. Talking
Уважаемые команды, через минуту вас ждет выступление председателя апелляционного жюри с его неотразимыми доводами в пользу своих решений. Потом у вас очередное эмоциональное потрясение, и мы продолжим. Саша. Уважаемые участники, принципиальных изменений по результатам у нас не произошло. По-прежнему лидируют две команды с 11 правильными ответами. Что касается апелляций, ну как совмещающий свою работу еще и с постом председателя апелляционного жюри, оглашу их результаты. В апелляционное жюри поступило 4 апелляции. Две апелляции на зачет ответа Сухов на вопрос номер 6, чьими женами были у нас жены Абдулы. С мотивировкой: после освобождения жен Абдулы Суховым они назвались его женами. Команда проникла в логику вопроса. Чьи-то были жены. Абдулла первый муж, и по фильму жены признавали своим мужем Сухова, и большую часть фильма они находились в статусе жен Сухова. Он назвал любимой женой. Апелляционное жюри, как минимум 2 голосами с правом решающего голоса, отклонило эти апелляции, несмотря на то, что
эти женщины, некоторые из них, по крайней мере, возможно, и считали себя женами Сухова, по факту его женами не были. Более того, Сухов сдал их на попечение, уехал к своей любезной Катерине Матвеевне. Посему, ну, в общем-то, мы решили, что тоже можем назвать себя чьим угодно мужем или женой, но по факту мужем или женой это нас не делает. Апелляция отклонена, спасибо. Не корысти ради, но только волею апелляционного жюри отклонена и апелляция на зачет ответа больной на вопрос про клавиатуру, которая предназначалась для врачей. Опять-таки, двумя голосами с присутствием решающего голоса эта апелляция отклонена. Апелляционное жюри сочло, что для больных совершенно нет никакой необходимости с клавиатурой на врачебном языке. Ну, соответственно, апелляция отклонена. Ну и, наконец, апелляция на зачет ответа виза на вопрос номер 12 с очень длинной мотивировкой, которая сводится к тому, что виза непосредственно связана с отдыхом. Более того, получение визы – это преодоление забора из бюрократических препон, и человек получает моральное удовлетворение и получает. Чрезвычайно завидую тем людям, которым удалось отдохнуть, получая хоть какую-нибудь визу куда-нибудь. К сожалению, ни по мотивировочной части, ни по фактической части, так как на данном рисунке автор имел в виду именно лень, по факту мы не можем признать этот ответ правильным. Таким образом, все 4 поступивших в апелляционный жюри апелляции были отклонены, результаты остались неизменными. Спасибо. Да, лучшая апелляция всех времен и народа была подана на одном из школьных чемпионатов Ижевска. Она гласила: просим зачесть наш ответ как правильный, потому что в вопросе не содержится намеков на правильный ответ. Вот, не пользуйтесь этим способом. Также хочу сообщить, что идея о том, чтобы принимать ответы, сданные на тысячной купюре, как правильные в любом случае, также не принята. Посмотрим, как будет в будущем. Ну а теперь традиционное эмоциональное потрясение. Елена Белова. Yeah.
слушая вживую прекрасный опытный голос, начинаешь понимать, что, может быть, это не такая уж и выдумка из фильмов, когда от вибрации лопаются стаканы и так далее. По крайней мере, сертификат у нас упал один. Итак, переходим ко второй части нашей игры. Вопрос номер 13. На одном из Курильских островов, Кунашире, можно посетить остатки японского склада левых сапог. Это связано с тем, что в японской армии правые и левые сапоги хранились раздельно. Внимание, вопрос. А с чем боролись таким образом японцы? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, вот еще 2, 1. Все. Так, все, да, у кого были вытянутые руки, руки вперед. Так, все. Правильный ответ на вопрос номер 13. Таким образом, в японской армии боролись с воровством. Кстати, надо сказать, что склада правых сапог на Кунашире так и не нашли. Может быть, он на соседнем острове для гарантии, не знаю. Вопрос номер 14. Внимание, послушайте, пожалуйста, внимательно музыкальный фрагмент. Летит самолет над водой и над лесовым полем, над темной водой. Итак, эта песня посвящена девочке Садако Сасаки. Впрочем, ей посвящены многие песни. А вот известная советская песня, появившаяся в 1968 году, хоть и не посвящена ей, но родилась после посещения поэтом памятника Садако Сасаки. Что это за песня? Время. Осталось 10 секунд.
Время. Пишем, даем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Вы вот тут вот выкинутая руке соберут у вас. Так, еще дальше. Вот, Настя, забери, да, пожалуйста. Ага. Итак, правильный ответ у нас прозвучит сейчас. Ну, я думаю, вы узнали по мелодии, это известная песня «Журавли» на слова Расула Гонзалеса. Она посвящена павшим солдатам, но вот историческим фактом является именно то, что он написал ее после посещения мемориала, посвященного этой девушке, умиравшей от ключевой болезни, и делавших журавликов в надежде, что она сможет продолжить жить. Вопрос номер 15 с раздачей у нас. Надо же поделись. Вот же, у кого пока нет, ничего страшного, во-первых, вам дадут больше раздать, чем остальных, во-вторых, по раздаче чисто без вопроса она тоже не берется, этот вопрос. Итак, у всех есть. Вопрос номер 15. На картинке изображено, как ни странно, одно дерево. Сначала у него вырастает один ствол, с ветвей которого свисают ростки к земле. Большинство из них засыхает, но те, которым удается достичь земли, пускают корни и становятся крепкими стволами. И вот уже у дерева 2 ствола, потом 3, 4 и так до бесконечности. Назовите страну, в которой это дерево обожествили и сделали национальным символом. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кто подняли, у того, мы вас видим, не бойтесь. Вот там дальше они успели поднять, пожалуйста. Вот. Да. Отлично. Итак, ну я прочту сначала комментарий. Это дерево называется баньян. Он многорук и многоног, подобно индийским богам, но, соответственно, в Индии он является национальным символом и обожествлен. Вопрос номер 16.
Внимание, шутка. Полные стриптизерши иногда пускаются в крайности. Какое идиоматическое выражение мы заменили на «пускаются в крайности»? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кто держит, у того примет ответ. Так. Приняли, отлично. Итак, правильный ответ на вопрос номер 16. Ну, полные стриптизерши, они, как и не очень полные стриптизерши, танцуют, вероятно, сам я не видел, конечно, о шеста, который можно назвать палкой. Так вот, полные стриптизерши иногда перегибают палку. Правильный ответ с жира бесится, претендует на лучший неправильный ответ. Так. Вопрос, да, кстати, автор 16-го вопроса находится среди ласточек. Если он вам понравился, то поаплодируйте его. Спасибо. Вопрос номер 17. Сегодня мы встретились в театре оперы и балета. Поэтому уместно поговорить про арии. Ария Лючии де Ламермур считалась невозможной для исполнения при жизни ее создателя, композитора Гаэтано Доницетти. Сегодня же ее пытаются исполнить многие певцы, особенно обладающие широким диапазоном. Правда, не саму арию, а в сочетании с другой песней. Многие из них при этом еще и надевают один очень экстравагантный костюм. Внимание, вопрос, какого цвета этот костюм? Осталось 10 секунд. Время. Пишем, сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, ну давайте послушаем, может, он нас на какие-то мысли наведет. Достаточно об этом. Да? Ну, достаточно. Значит, правильный ответ на этот вопрос — голубого. Это ария вот этой лучи в сочетании с песней «Танец дивы», это ария дивы Павла Луны из 5-го элемента. Да. Сильно тоже зачетник, говорит игровое жюри. У нас присоединяются аплодисменты. Ну, значит, вопрос номер 18. Напоминаем, что сегодня игра проходит в Театре оперы и балета. Как пишет в своем живом журнале сатирик Михаил Задорнов, Сальвадор Дали постоянно падал в обморок. Ему это нравилось, потому что об этом потом писали в газетах. А научила его подобным нехитрым пиар-приемчикам его русская жена, называвшая подобные поступки своего мужа такими концертами. Какими? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пишем, то есть все, кто хотели, они сдали. Всех успели собрать, даже с дальних рядов. Правильный ответ. Не зря упоминалось в вопросе русская жена. Жену, как известно, звали Гала. Так это называлось гала-концерты. Правильный ответ — гала-концерты. Вопрос номер 19. Это может оказаться одной из 3 небольших российских рек. Может исчезнувшей французской автомобильной фирмой, может уменьшительной формой устаревшего женского имени, но чаще всего это модуль идентификации подписчика. Полноразмерная это с кредитную карточку, но все время уменьшается. Стал мини, микро и даже назовите, до чего это доросло. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пишем и сдаем ответы. Правильный ответ на 19-й вопрос – это слово «нано». Симка, ну вот это название есть таких рек, автофирма была, а Симка, прости господи, мой английский, subscribe identification модуль, что ли, дословно модуль идентификации подписчика. Этот вопрос посвящен нашему спонсору Ростелекому, и за него одна из команд получит специальный приз. Критерии мы огласим позже. Итак, вопрос номер 20, у вас опять раздаточный материал. Так, у нас опять обижают левую от меня сторону, туда, пожалуйста, быстрее, и отдайте им всем бланки, все, которые есть. Так, здесь все? Все. Так. Настя, вот сзади тебя справа, всем, да, все. Итак, вопрос номер 20. Прочитайте внимательно интернет-мем. Можно даже вслух. И восстановите слово на ценнике, которое мы от вас закрыли. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кто успел, тот успел. Так, вот еще команда, она успела тоже, да. Итак, правильный ответ на этот, в общем-то, несложный вопрос. Достаточно было вспомнить классику именно Лермонтова. Правильный ответ – немытая. А у нас еще одна раздача. Начните, пожалуйста, вот с тех команд, а то им сегодня не домойся, это не домойся. Так, мы не все туда ушли, я надеюсь, да? Так, да, спасибо. Хороший вариант ответа — единая морковь, но нет. Значит, вопрос номер 21. Всех есть. На этой карикатуре
Мы закрыли от вас одного персонажа, одетого в черное, и знаменитую фразу, которую тот произносит. Правда, относительно всем известной в закрытой фразе заменена одна буква или, если угодно, один звук. Напишите, что получилось в итоге. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, вот крайняя команда, ответите мне, пожалуйста. Итак, правильный ответ на этот вопрос, но это многократно по-разному интерпретированная известная фраза, и картинки разные под нее подбирают. Так вот, предполагается, что закрыт Дарт Вейдер, и он говорит: «Лук, я твой отец». «Звездные войны» — это, по-моему, это не для всех объективная реальность, данная нам ощущение, но это хороший взрослый вопрос, по-моему. Итак, вопрос номер 22. По подсчетам зоологов, оно весит в среднем примерно 455 грамм. Судя по описаниям историков, человек, носивший прозвище «Оно», весил как минимум в 200 раз больше, и еще примерно 40-50 килограммов составляли доспехи. Назовите имя этого человека. Время. Давно осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Там по руке целых 2 руки у одного человека. Здесь 2 руки от команды. Так.
Правильный ответ на вопрос номер 22 – это Ричард. Имеется в виду Ричард «Львиное сердце», известный исторический персонаж. Львиное сердце вот 455 грамм в среднем. Он был больше, но сердце у него было меньше, конечно. Итак. Вопрос номер 23. А у нас раздача, да? Раздача. Раздаем. У всех есть? У кого был? Ну, отлично. Итак, по данным японских ученых, из-за этого из 1,5-часового фильма зритель теряет примерно 9 минут. Но так как этот процесс хорошо скоординирован, то человек бессознательно выбирает моменты так, чтобы свести потери важной информации к минимуму. Даже разглядывая эту раздачу, вы, не замечая этого, уже потеряли не меньше секунды. Внимание, вопрос. Из-за чего? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Правильный ответ на вопрос номер 23 – это потеря времени происходит из-за моргания. Ну, то есть примерно 5 лет жизни мы проводим с закрытыми глазами, сами не замечая того, да? Итак, вопрос номер 24. Это последний вопрос. И что будет после него, я скажу только перед ответом. Но раз мы сегодня, игра проходит у нас в театре балета, то давайте прозвучит еще одна композиция. Я думаю, достаточно прекрасных звуков. Итак, забавно, но вы только что прослушали ее. Возможно, для кого-то этот вопрос тоже станет ею. Назовите ее 2 словами. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, правильный ответ на вопрос номер 24 – это не подсадная утка. У нас в зале нет подсадных уток. Это лебединая песня. Как ни поговорил Оксана, вопреки с этим романтическим представлением, лебединая песня именно такая. Но, значит, уважаемые команды, сейчас произойдет вот что. У нас будут подведены предварительные итоги. После этого будут оглашены результаты. По положению турнире у нас в случае равенства баллов у команд, претендующих на призовые места, считается не рейтинг, а проводится перестрелка из 3 дополнительных вопросов. И только если эта перестрелка из 3 дополнительных вопросов не выявит победителя, тогда, ну или призеров, тогда считается рейтинг. Всех остальных я прошу оставаться на своих местах. Сейчас нас ждет завершающая ария, но на этом наш вечер не закончится. Елена Белова, солистка театра оперы и балета. Максим,
Итак, мы объявляем результаты. Потом мы просим команды очень быстро. Наверное, мы попробуем сделать вот что. Команды из первой десятки, да, чтобы не затягивать время. Если у команд из первой десятки есть какие-то возражения на озвученные результаты, или они хотят проапеллировать что-то, ну, для апелляции всех, кто хочет проапеллировать, у вас будет буквально 3-5 минут. Хорошо, чтобы мы не затягивали переход к награждению и прочим. По нашим пока предварительным данным, за первое, третье место будет перестрелка, но, как знать, может быть, сейчас эта ситуация изменится. Итак, результаты. Уважаемые участники, результаты после 24 вопросов предварительные. 6 правильных ответов у команды Дозор Shadow Knight, 9 у команды Крабикум, 10 у команды ВЛ-12, 10 у Солянки, 10 по 10 у молодежного парламента, команда Мысли вслух, Друзья 2, сборная Волгинской Сарапула. По 11 правильных ответов команды Дозор КНО, команда Александра Уткина, Ишафта и Дюна. По 12 у команд Пенсионеры, Знатоки Белкана, ОЛМ, Найди, ТНТ Новый регион, Сатисфакция, Воришки, Меда. По 13 правильных ответов команды Свободная касса, Островок, Первый раз, Вектор, Алгоритм Пинк Флойда, Регион 1 и Регион 2. И хватит. По 14 у команд Друзья капитана Анны Перевозчикова, 35-51 и все. По 15 правильных ответов у команд Эврика, Рыбаки и Улыбки, Натус Рицера, Параллелепипед, Техновек, Огонь, Прости, Прощай, Блинком. По 16 правильных ответов набрали команды Крылья, Мимо проходили, Затак и все. По 17 правильных ответов у команд Тупо молчим, Яу ПРТ, Ростелеком Удмуртия, Тревожные мысли, Журфакт. 18 правильных ответов у команды Тим. По 19 правильных ответов у команды Под крылом, команды Пиком, команды Купания Красного Полусладкого и команды 6 класс. По 20 правильных ответов у команд 60 секунд, капитан Рустем Юсупов, команда Мачу Пикчу Илья Зимин, команда НПО Компьютер Андрей Поткин и команда Хабину с папом Дмитрий Стрелков. Уважаемые участники, помашите, пожалуйста, ровно одной рукой от команды, если у вас что-то не сошлось с результата. Так, есть такая команда. Значит, помашите, пожалуйста, 2 команды. Помашите, пожалуйста, ровно одной рукой команды. 3 команды, хорошо. Значит, по одному игроку этих команд может сейчас подходить сюда, в судейскому столику, выяснять, в чем проблема. Помашите, пожалуйста, рукой те команды, которые, несмотря на скаридность апелляционного жюри, все-таки хотят на что-нибудь написать апелляцию в втором туре. Так, одна такая команда, соответственно, эта команда пока занимается написанием апелляции. Я так понимаю, что она в любом случае у нас не будет участвовать в перестрелке. Так, ну, соответственно, пока мы выясняем все спорные моменты. Пока выясняются спорные моменты, я вас немножко поразвлекаю рассказом о том, где в Ижевске можно заняться интеллектуальным досугом в обществе приличных людей. Значит, у Ижевского клуба интеллектуальных игр есть постоянная площадка. Находится она в Восточноевропейском университете, 212 аудитория, это актовый зал, ну, конференц-зал. По воскресеньям, как правило, в 3 часа 15:00 мы там собираемся и играем различные вопросы различных синхронных всероссийских турниров. Вопросы более высокого уровня сложности, чем звучали сегодня, но тем не менее, мне кажется, это все равно интересно. Не далее, как завтра в 3 часа мы будем играть Кубок городов. Это большой турнир, который проходит сразу на нескольких площадках, очень популярный. Вопросы разного уровня сложности, но это очень интересно. Приходите, это занятия, тренировки абсолютно открытые, нет никаких ни членских взносов, никаких ни клятв, ничего мы с вас не берем, просто приходите, играйте, нам будет приятно. Информационной площадкой Ижевского клуба интеллектуальных игр является живой журнал. Я не помню его название дословно, но он очень легко ищется в поиске. ЧГК Ижевск, да, ну вот ЧГК Ижевск. Ну, в поиске набираете живой журнал ЧГК Ижевск и все вам даст. Вот. Более того, 21 апреля в этом году состоится 6-й чемпионат Ижевска по своей игре. По спортивной своей игре.
Это, опять же, турнир, аналог известной телевизионной передачи, там играют индивидуально, но он проходит по спортивным правилам, но они не сильно отличаются от тех, которые вы видите на телевизоре. Вопросы примерно такие же, темы такие же, просто играются вопросы подряд, и, в общем, можно проявить себя. Чтобы принять участие в этом турнире, опять же, надо найти в живом журнале нашу страничку, там есть отдельный пост про мероприятия клуба, и можно там найти форму регистрации, то есть никуда не звонить вам не надо, вы просто найдете эту форму, заполните ее и можете принять участие, вас зарегистрируют. Пока зарегистрировалось, по-моему, 35 человек, но мы готовы к любому количеству. Мы, если что, устроим там предварительные отборочные процедуры. Так, что вам еще интересно рассказать? У нас, да, я расскажу немножко сейчас, будет